Добрый вечер, уважаемые телезрители! Приветствуем вас на трансляции ночного рождественского богослужения из Казанского собора Казанско-Богородицкого монастыря города Казани. Мы вот сейчас с вами любуемся ночной Казанью с высоты птичьего полета в реальном времени. И никто этому не удивляется. Мы вообще редко стали удивляться. С приходом новых технологий из нашей жизни стало исчезать тепло, общение, искренность. Я вот сегодня уже получила десятка-полтора картинок по WhatsApp, поздравлений с Рождеством. Легко и просто нажатием пары кнопок летят дежурные поздравления. Но ни одно из них не может тягаться с настоящей рождественской открыткой, которую люди отправляли друг другу, придумывали текст лично для тебя, писали каллиграфическим, а может быть неразборчивым почерком. И в этих строчках было столько душевности. Возможно, кому-то все-таки нынче придет такая открытка, и это будет рождественское чудо. Вот, отец Антоний, говорят, рождественское чудо, главное рождественское чудо – это… Главное рождественское чудо – это, конечно, приход в мир Спасителя. Наверное, никаким человеческим умом, никакой человеческой логикой невозможно постичь великую тайну Бога воплощения, которую мы празднуем в эти рождественские дни. То, что Бог становится человеком, принимает на себя полноту человеческой природы для того, чтобы искупить человека, падшего в плен греха, к вечной жизни вместе с собой. Вот сейчас перед нами икона как раз Рождества, красиво украшенная. Наверху это символ Вифлеемской звезды, я так понимаю, да? Но вот я хотела спросить вас, есть икона, особенно старинная, когда Богородица смотрит не на младенца, а отвернувшись от него. Вот это что? Да, здесь заключен такой достаточно глубокий символизм, который должен продемонстрировать, наверное, не то, что она отворачивается, естественно, от своего сына, но показать то, что родившийся от нее Богомладенец Христос, он принадлежит не только ей, он дает себя в дар всему человечеству, то есть он соединяется с человеком, конечно, посредством плоти, заимствованной от Девы Марии, но он становится сродным каждому человеку, то есть он не является, скажем, таким вот, как бы для матери новорожденный ребенок, что он лично мой и никому его не отдам. То есть здесь уже с первых минут земной жизни Спасителя он принадлежит всем людям. И все-таки вот, когда Богоматерь смотрит на младенца, это такие, я бы сказала, новописанные иконы. А вот старинные, такие классические, в каком-то византийском, что ли, стиле, вот там почти всегда Да, Богоматерь. действительно, это характерно для византийской иконописи, для древнерусской иконописи. Вот сейчас на центральном аналое мы все же видим иконографическое изображение в такой более поздней российской традиции, пропитанной духом академизма, пропитанной веяниями западной культуры. Тоже по-своему нельзя сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Просто они разные и, наверное, отражают какие-то разные традиции, разные устремления людей. Не случайно, наверное, говоря и сравнивая иконопись западного происхождения и иконопись византийской традиции, очень часто проводится такая параллель, что западная иконопись приближает Бога к человеку, делает его более понятным, а традиционная такая византийская и продолжающая древнерусская традиция, они стремятся, наоборот, возвысить человека до Бога. Но иконография Рождества очень разнообразная, да, вот есть, где Богородица смотрит на младенца, где отвернутая от него, бывает, что она его держит в руках, да, и как-то так полулежит, полусидит, да. Чем объясняется вот такая вот разная иконография? Ну, безусловно, иконография, она отражает скорее символическую сторону события, нежели момент такой запечатления конкретного исторического события, да, то есть мы понимаем, что икона – это не совсем то же, что фотография, да, то есть это не так, что запечатлели какой-то момент из жизни. Она несет в себе сразу много символов, много смыслов. Вы правильно сказали, что иконы бывают совершенно разными. На некоторых мы видим гораздо такой большой круг участников. Тут мы можем увидеть и волхвов, пришедших на поклонение, и пастухов. Очень часто все это совмещается в одной иконе, хотя мы понимаем, что хронологически это, конечно, события находились на достаточно большом промежутке друг от друга. Но вот в иконе Рождества все это соединяется, совмещается для того, чтобы передать некоторые потаенные смыслы, какие-то
сделать акцент на каких-то важных событиях евангельской истории, совместить все в одном, хотя они хронологически, конечно, отстоят друг от друга на несколько дней, недель или даже месяцев. А вот сейчас еще богослужение не началось, вот сейчас читают. Да, сейчас читаются часы, которые предшествуют совершению божественной литургии. Напомню, что сегодня мы с вами будем зрителями и участниками божественной литургии, главного христианского богослужения, которое чаще всего в наших православных храмах совершается утром, но в некоторые дни совершается ночью, то есть так, достаточно рано, но отмечая тем самым наиболее важные события. Ну, конечно, самыми известными ночными литургиями являются литургии праздников Рождества Христова и Пасхи. А почему вот всегда и Пасха, я задавалась этим вопросом, и Пасха, и Рождество, они как-то начинаются ночью. Это вот что, какое-то особое таинство, что ли? Конечно, с одной стороны, церковный устав допускает, иногда даже прямо предписывает совершение ночных богослужений в принципе на все главные праздники, поскольку ночное время, наверное, как-то более подходит для такого бденного труда. Не случайно ночные богослужения, которые распространились в православной церкви, получили название всеночных бдений, да, то есть бдений, продолжающихся всю ночь. Со временем, конечно, такой молитвенный труд оказался для многих непосильным, поэтому традиционно все всеночные бдения совершаются в вечернее время, накануне праздника. Вот и сегодня здесь, в Казанском соборе, в 5 часов вечера было совершено всеночные бдения. Но все-таки в Рождество и в Пасху эта традиция остается, да, поскольку, хотя, конечно, утром еще будет совершена вторая литургия, поздняя для тех, кто не смог или физически не смог присутствовать на ночном богослужении, люди пожилые или, наоборот, с маленькими детьми. Вот. Но и события Рождества, и события Пасхи, они как раз обращают нас к ночи. Да, если мы вспомним воскресение Христово, то рано-рано на рассвете жены мироносцы пришли к гробу и нашли его опустевшим. То есть мы понимаем, что Христос воскрес в ночное время. То же самое и рождение Спасителя произошло в ночные часы. Об этом повествует нам евангелист Лука, который говорит о том, что ночью ночную стражу несли пастухи на поле за городом Вифлеемом, которым ангелы, явившиеся, возвестили о рождении Спасителя, так что они поспешили в Вифлеем ему на поклонение. Таким образом, конечно, наверное, хочется встретить Рождество именно примерно в те часы, в которые оно состоялось. Ну, у нас есть еще немножко времени, и вот хочу сказать вот о чем. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова. А Христос действительно родился 2022 года тому назад? Или это все-таки дата условная? Дата это условная, но не настолько, чтобы мы говорили, что, то есть она, конечно, не совпадает, наверное, с точной датой рождения Спасителя, но все же это не так, что это произошло там не 2022 года, а там 3000 и так далее. Естественно, евангелисты дают четкие исторические указания, что Христос родился во время правления в Римской империи императора Октавиана Августа. То есть таким образом мы можем примерно хронологию эту подсчитать. А летоисчисление от Рождества Христова было рассчитано в VI веке в Риме римским монахом Дионисием Малым, который несколько ошибся в своих расчетах и тем самым положил вот это начало некоторой несостыковки. Да, мы понимаем, что Христос родился все-таки на несколько лет раньше, чем та условная дата первого года от Рождества Христова, от которой ведется наше современное летоисчисление. Как минимум, самое позднее, наверное, в IV году до нашей эры, или, может быть, чуть раньше. Из исторических источников мы знаем, что именно в IV году до нашей эры умер иудейский царь Ирод, упоминаемый в Евангелии, который во время рождения Христа был еще жив и находился при власти. Поэтому, естественно, это событие никак не могло произойти позднее, чем год его кончины. Ну, мы что, живем по ошибочному календарю сейчас? Ну, любой календарь является условной системой, да, то есть это условная система координат. Любой календарь ориентируется на те или иные события. Например, в России летоисчисление от Рождества Христова было введено Петром Великим и пришло на смену византийской эре от сотворения мира, и мы понимаем, что, естественно, никто не может точно рассчитать год сотворения мира, сколько лет назад это было, поэтому, естественно, все эти даты носят условный характер, но так уж вот сложилось, что именно эта система координат была принята большей частью цивилизованного мира,
и позволяет разным странам, разным народам, людям разных взглядов, убеждений, культур, традиций сверять свои часы и жить в единой системе исчисления времени. Ну, давайте тогда еще, пока у нас есть еще служба не началась, мы поговорим о том, что прежде ведь не было праздника Рождества, а было богоявление. Да, вообще надо, наверное, начать с того, что о самом событии Рождества мы знаем из евангельской истории. Из 4 канонических Евангелий в 2 содержится описание Рождества Христова с некоторыми отличиями. Евангелист Матфей говорит, что оно произошло в Вифлееме, о том, что это было во дни правления царя Ирода, о котором мы с вами уже упоминали, о том, что во время рождения Спасителя на небе явилась некая чудесная звезда, которую увидели восточные мудрецы, восточные волхвы, которые вслед за этой звездой пошли, достигли Иерусалима, встретились с царем Иродом, спросили у него, не знает ли он, где родился Мессия, Спаситель Христос, после чего нашли Христа в Вифлееме, когда придворные книжники указали на то, что Мессия должен родиться именно в родном городе царя Давида, в городе Вифлееме, небольшой городок, расположенный рядом с Иерусалимом. А потом, уже мы знаем эту драматическую историю, приказ царя Ирода истребить всех младенцев в этой округе в надежде, что погибнет Мессия, которого он воспринимал как конкурента, да, для своей земной власти. Евангелист Лука делает акцент на некоторых других событиях. Он, кстати, как больше такой историк, делает более четкие указания, что это было во время переписи населения в Римской империи, которая была объявлена императором Октавианом Августом, что это была первая перепись в то время, когда некий Квириний был тетрархом Сирии. То есть он делает такие исторические подробности, которые позволяют нам говорить о том, что действительно событие произошло в конкретное время, в конкретном месте, что это не просто некий символический рассказ. В то же время он как раз вот упоминает о том, что мать Спасителя, Пресвятая Дева Богородица Мария, она жила со своим обручником Иосифом в Назарете, но они оказались в Вифлееме, потому что пошли туда, по законам того времени, принять участие в переписи там, где жили предки Иосифа, а он был из рода, из числа потомков царя Давида. Таким образом, Рождество Христово как событие, конечно, уже с первых веков существования церкви христианской, оно праздновалось, но первоначально действительно праздновалось вместе с другим евангельским событием, вместе с крещением Господним. Эти два события, отстоящие друг от друга приблизительно на 30 лет, как повествуют евангелисты, когда они переходят к рассказу о крещении Господнем, что он пришел на Иордан, принимал крещение от Иоанна Крестителя, что он был возрастом около 30 лет. Но, тем не менее, в древности и тот, и другой праздник праздновались вместе, как единый праздник Богоявления, да, то есть явление в этом мире Бога. Сначала он является так, не прикровенным образом, родившись от Девы Марии, так что большая часть людей пока еще не знают о его пришествии в этот мир. А в событии крещения Господня он уже переходит к такой открытой всеобщей проповеди, служению людям. Вот это был единый праздник. Постепенно установилась дата празднования 6 января по юлианскому календарю, который в тот период применялся в Римской империи. Так до сих пор этот праздник Богоявления и празднуется в православной церкви 6 января по старому стилю, ну или по-новому это выпадает на 19 января, но только уже из празднуемых событий здесь осталось только крещение Господне, а Рождество постепенно стало событием отдельным. Вот я сейчас вас слушаю, ваш рассказ такой подробный, и понимаю, что трудность для современного человека восприятия вот этой вот истории христианской еще и в том, что не все идет хронологически. Да? Да, действительно, например, если мы посмотрим на историю земной жизни Христа, то после событий его рождения, после описываемых евангелистами событий его обрезания, фактически потом вспоминается бегство в Египет, а потом некий такой хронологический провал, и только вспоминается путешествие родителей праведного Иосифа и Девы Марии в Иерусалим, когда Христу было уже 12 лет, а потом следующий переход, это уже, когда он около 30-летнего возраста начинает свое открытое служение, первым событием которого является крещение от Иоанна в реке Иордан. Таким образом, конечно, многие события переплетаются и в таком, не выстраивается иногда в четкую хронологическую последовательность.
Очень красиво. Да, очень красивый, такой интересный кадр. Так вот, если мы вернемся к истории установления праздника Рождества Христова, да, то к IV веку сначала в Римской церкви, а потом и в церквах Востока распространяется обычай праздновать Рождество Христово не 6 января вместе с Богоявлением, вместе с Крещением, а 25 декабря. Дата, конечно, выбрана условно, символично, естественно, что никто не утверждает, что доподлинно известно, что Иисус Христос родился именно 25 декабря по римскому календарю, но тем не менее эта дата постепенно приобрела всеобщее признание и стала основной датой празднования Рождества Христова. День 25 декабря, буквально через пару дней после такого природного явления, как зимнее солнцестояние, когда видимым образом день начинает пребывать, солнце начинает выше возвышаться над линией горизонта, и древний человек как бы воспринимал это событие как некий символ надежды на то, что вот после зимнего мрака, зимней стужи снова придет весна, придет лето, жизнь будет продолжаться. Я вот думаю, знаете еще, что на Западе 25 декабря это действительно большой праздник, они вот готовятся очень, и у них там застолье, и семейный праздник, и город украшает именно к 25 декабря. У нас в России мы украшаем, все то же самое делаем к Новому году. И на Рождество у нас уже получается, что как бы вот мы уже отпраздновали. Да, некая остаточность Остаточность, такая, да. да. Действительно, хотя это на самом деле ведь в России это чуть более 100 лет, так как случилось, да, все-таки до 1918 года, когда наша страна жила по юлианскому календарю, и Рождество Христово праздновалось 25 декабря, и Новый год шел уже после него, естественно, и все эти елки, все подарки, все это воспринималось именно как празднование Рождества, да, рождественская елка, рождественские подарки, а Новый год уже шел через несколько дней после. Но после смены календарей, тогда, когда гражданская жизнь перешла на новый стиль, на григорианский календарь, а православная церковь продолжила жить по юлианскому календарю, получилось вот такое вот смещение. В этой связи, конечно, надо немножко остановиться на вопросе календаря, да, потому что мы с вами несколько раз уже сказали, Рождество Христово 25 декабря, и, наверное, кого-то это может смутить, потому что за это столетие в массовом сознании уже как бы прочно Рождество ассоциируется с датой 7 января. Хотя на самом деле, конечно, это не совсем так, да, потому что сегодня мы с вами вот в эту ночь встречаем именно 25 декабря по юлианскому календарю, по тому календарю, по которому продолжает осуществлять свою литургическую жизнь Русская Православная Церковь. В общественной жизни это уже 7 января в 20 веке, в 21, а с 22 века это будет уже 8 января, поскольку каждое столетие прибавляется разница, прибавляется отставание на один день юлианского календаря от григорианского. Мы видим, как в соборе завершается чтение часов, приближается время начала божественной литургии, и сон духовенства во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом исходит на середину храма для того, чтобы здесь, среди народа, начать служение божественной литургии. Так, завершилось чтение часов. И пауза перед началом литургии заполняется пением рождественского тропаря, одного из самых известных рождественских гимнов: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирове свет разума, в нем во звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланяйтесь, солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе». В переводе на русский язык это звучит примерно так: «Твое Рождество, Христе Боже наш, воссияло для мира свет разума, ибо в нем те, кто служили звездам, звездою были поучаемы поклоняться Тебе, солнцу правды, и Тебя узнавать с высоты востока. Господи, слава Тебе». Мы видим аналогию с солнцем, как раз вот уже звучала у нас эта мысль, да, что праздник Рождества Христова был приурочен к празднованию в Римской империи дня рождения непобедимого солнца, и вот этот языческий праздник был вытеснен праздником Рождества истинного солнца правды, Господа Иисуса Христа. Сейчас такая пауза, это... Да, сейчас пауза. Возглавляющий
пресвитерский чин, то есть старший священников, дошел до алтаря, встал у престола, то есть, спросив благословения владыки, начинается литургия. Прозвучал первый начальный возглас литургии: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». Литургия начинается с мирной или великой ектении. Ектения – это краткие прошения, краткие призывы к молящимся помолиться о том или об ином лице, событии, о той или иной потребности. И вот мирная ектения как раз носит свое название, потому что люди призываются совершить молитву в мире, в мирном состоянии, в мире Господа помолимся. Помолимся о мире свыше, о спасении душ наших, о том, чтобы в благом состоянии находились святые Божьи Церкви по всей земле. По именам поминается предстоятель данной поместной церкви, в нашем случае это святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл, поминается местный правящий архиерей, возглавляющий церковь на данной канонической территории, это митрополит Казанский, Татарстанский Кирилл. Вот сейчас как раз звучит прошение о патриархе и о митрополите. Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе Диосе. Светлая одежда, белая одежда. А на Рождество так часто духовенство не меняет одежды, как на Пасху. Да, на Пасху есть такая традиция менять богослужение ризы, тем более, что празднование Пасхи вообще начинается в Великую Субботу, и литургия Великой Субботы по русской традиции начинается в черных облачениях. Во время этой литургии меняются облачения на белые, затем в белых одеяниях начинается ночная пасхальная служба, и посреди нее обычно переоблачаются в красные ризы. Рождество в этом смысле более статично. Ну и дальше мы видим, кто внимательно следит за нашими трансляциями, кто знает традиции. Пасхальная служба, она более динамичная, много движений, много кождений, постоянные радостные возгласы «Христос воскрес». Рождественская служба, она более такая спокойная, более тихая, более, наверное, умиротворенная, тем самым показывающая такую тишину, чудесную тайну рождественской ночи. Богослужения совершаются в белых ризах, символизирующих приход света, освещающего мрак этого мира. Возвращаясь к нашему разговору о разнице календарей, мы, наверное, тоже можем заметить, что очень часто в последнее время, особенно когда в массовой культуре празднование Рождества Христова 25 декабря по новому стилю ассоциируется с празднованием другими христианскими церквами, например, Римо-католической церкви. Даже возникло такое словосочетание, как католическое Рождество, хотя, конечно, мы понимаем, это лишь обиходные названия. В принципе, нельзя забывать о том, что большая часть поместных православных церквей также перешла на новый календарный стиль, и в течение 20 века, начиная с 1923 года, когда Всеправославный конгресс в Константинополе постановил о переходе православных церквей на новый юлианский календарь, во многом совпадающий с календарем григорианским, то постепенно большая часть поместных православных церквей перешла на новый стиль, и только лишь в некоторых сохранился календарь юлианский или так называемый старый стиль. Кроме русской православной церкви, его придерживается православная церковь Иерусалима, грузинская, сербская, польская православная церкви и православная церковь в Америке. Другие 10 автокефальных православных церквей используют новый стиль, и, соответственно, эти братские церкви уже 2 недели назад встретили светлый праздник Рождества Христова. Вот такие понятия, как, нам очень знакомые понятия от Рождества Христова идет отчет. А есть ведь еще другие понятия от года Господня, да, говорят, от воплощения Христа. Вообще начиналось вот с этой фразы все, да, от дохристианской эры, от Христа просто. Это все одно и то же? Да, естественно, это разные традиции, наименования. Вот
той же самой системы, но в нашей стране, как мы знаем, в советское время с целью искоренения из массового сознания религии, в целом христианства в частности, постепенно выражение от Рождества Христова или до Рождества Христова вытеснили более нейтральным нашей эры или до нашей эры. То есть понятие нашей эры и до нашей эры – это чисто российское изобретение? Ну, может быть, где-то еще такое употребляется, да, но в целом, конечно, понятие от Рождества Христова, оно дает более, наверное, четкое понятие нашей эры, в каком смысле наша, да, то есть кто ее мог себе присвоить, чтобы она была наша или не наша, да, то есть наша или чужая. В данном случае, конечно, в любом случае большая часть мира живет именно по эре от Рождества Христова. Звучит первый антифон. В начале литургии исполняется 3 антифона. Вот первый антифон мы слышим. Антифон – понятие греческое, как и многое в нашей православной богослужебной традиции. Вся терминология строится чаще всего на греческих терминах и понятиях. Анти, что значит против, или напротив, да, фон, звук, да, то есть противозвучие двух хоров, отвечающих друг другу. Один поет стихи из псалма, другой отвечает припевом, в частности, у праздничных антифонов. У первого антифона припев молитвы Богородицы «Спаси, спаси нас». По окончании первого антифона звучит малая ектения, представляющая собой сокращение великой или мирной ектении. Паки и паки, то есть снова и снова в мире Господа помолимся, призывает нас Церковь устами диакона. Начинается пение второго антифона. Те стихи, которые подобраны для антифонов, они не случайны. Для каждого праздника они подбираются особо и в каком-то смысле находят составители этих антифонов, нашли прообразы, упоминаемые в ветхозаветных текстах, в частности в стихах в Псалтире, относительно данного конкретного события, в частности Рождества Христова. Припевом ко второму антифону служит стих «Спаси нас, Сыне Божий, рождейся от Девы, поющие ти Аллилуйя». Ко второму антифону традиционно в православной литургии присоединяется гимн, написанный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, хорошо известный многим верующим, гимн «Единородный Сыне». Много церковных и даже светских композиторов создавали музыку для этого песнопения. Вновь звучит малая ектения и приближается время одного из первых действий литургии, так называемого малого входа или входа с Евангелием, когда духовенство проследует на середину храма для того, чтобы вместе с Евангелием, с главной книгой христианской церкви войти в алтарь и начать собственное служение литургии у Святого Престола. Господь,
В некоторых храмах украшают, но такой очень частой традицией является просто расстановка живых елей в храмах, без излишних каких-то игрушек, без мишуры, без каких-то гирлянд, чтобы ни в чего не отвлекало от молитвы. Ну вот, сама традиция постановки елок, достаточно поздно пришедшая в наш обиход, она, тем не менее, прочно укоренилась, так что сегодня сложно представить себе рождественское богослужение без украшения храма елками или какими-то другими хвойными ветвями. Хотя обычай этот пришел на Русь только в XVIII веке, а окончательно укоренился, закрепился в веке XIX. Родиной рождественской елки, конечно, является Германия. А родиной вертепа является Италия. Вероятно, да, действительно, наверное, нигде нет таких массовых красочных вертепов, как в итальянской культуре. И ведь вот видите, у нас тут тоже небольшой вертепчик создан, да? Вот, со звездой. Ну, в Россию-то пришел вертеп из Польши к нам, и он как-то у нас прижился. Хотя ведь это, мне кажется, языческая традиция, нет? Ну, как и многое, это что-то уходит корнями в язычество, но христианство тем уникально, что оно переосмысливает какие-то вещи, наполняет их новым смыслом. Действительно, вертеп – это тоже своего рода икона, тоже образ Рождества Христова, только, наверное, такой немножко не плоский, а объемно, пространственный, с фигурками. Очень часто, особенно итальянские вертепы, содержат в себе массу каких-то жанровых картин, которые тоже показывают разные такие важные моменты. Например, очень часто в огромном итальянском вертепе события Рождества Христова где-нибудь в уголочке, а дальше показана жизнь этого мира. Ведь действительно так и было, что когда Спаситель родился в Вифлееме, большая часть населения Земли об этом не знала, то есть жизнь продолжалась, жизнь шла своим чередом. Кто-то спал, кто-то занимался своими хозяйственными делами, кто-то шел по каким-то своим делам и заботам. Вот эти вещи тоже показываются в таких жанровых сюжетах итальянских вертепов. А у нас совершается малый вход с Евангелием. Мы видим, как богослужебное Евангелие было изнесено на середину храма для того, чтобы совершить с ним вход в алтарь. «Премудрость прости», возглашает протодиакон, возглас, означающий призыв встать благоговейно, возглас, который указывает на важные торжественные церемониальные моменты. Духовенство поет входный стих «Приидите, поклонимся и преподем ко Христу, спаси нас, Сыне Божий, родившийся от Девы, поющих Тебе Аллилуйя». Вообще, в богослужебной процессе очень много символизма, да? Вот начиная на Евангелие мы смотрим, да? Вот это вот все как-то строится на каких-то символических Да, этапах. все строится. Да. С одной стороны, у этого есть прямое, скажем так, практическое значение, да, вступление духовенства в алтарь, для того, чтобы, встав у престола, совершить таинство тела и крови Христовых, но при этом есть и символическое толкование тех или иных моментов. В частности, малый вход символизирует начало проповеди Христа, и поэтому несется Евангелие как символ и знак того учения, которое Христос принес на землю. И вот оно входит предшествиями, сопровождаемые свечами, светильниками, которые символизируют Иоанна Крестителя, который, как светильник, приготовлял путь к грядущему Мессии. Совершается архиерейский вход в алтарь, и будет совершено архиерейское кождение алтаря, иконостаса и молящихся. Евангелие было возложено на престол, мы видим его на переднем плане, видим также достаточно большую, такую красивую дарохранительницу, возвышающуюся на престоле. Видим елки не только в храме, но и в алтаре, алтарной части, все максимально украшено рождественскими елями.
действительно, это как раз у евангелиста Луки мы читаем о том, что Пресвятая Богородица вместе с праведным Иосифом, придя в Вифлеем на эту перепись, не нашли для себя места в гостинице, и поскольку пришло время рожать, рождение Спасителя произошло в пещере, в которой пастухи от непогоды скрывали скот, и новорожденный Богом младенец был положен в овечьи ясли, и поэтому очень часто овечки, другие обитатели этой пещеры пастухов становятся как бы участниками рождественской истории и, соответственно, изображаются на иконе Рождества Христова. Кождение алтаря и иконостаса сопровождается греческим песнопением «Из Павла идти деспота» «Многое лето, владыку». Приветственный возглас, пришедший в византийское богослужение из императорского церемониала. Очень красивая одежда, и вот то, что вот висит, карман такой висит, это для чего это Это просто? деталь богослужебного облачения архиерея, так называемая палица, символизирующая духовный меч, которым архипастырь должен ограждать свое стадо от всех заблуждений, от всех настроений, защищать его от нападок, укреплять его в истинной вере. То есть даже в облачении все очень символично, и вот этот Да, шаг, вот мы видим широкую ленту, да, так скажем, троекратно огибающую плечи, спускающиеся спереди и сзади, амофор, что символизирует заблудшую овцу, которую пастырь нашел и, положив себе на плечи, несет для того, чтобы вернуть в свое стадо. Итак, завершился малый вход, и, как и полагается, после малого входа звучат тропарь и кондак, то есть те краткие песнопения, которые выражают суть празднуемого события. Естественно, сегодня это тропарь и кондак Рождества Христова. Как мы слышим, поет духовенство в алтаре.
сейчас прозвучит возглас Тресвятого пения, с которого, собственно, начинается уже основная часть литургии. До этого антифоны, малый вход были как бы подготовительными обрядами к совершению божественной литургии. Возглас произносит митрополит Кирилл, это первый архиерейский возглас в зале литургии. То есть до этого все возгласы произносились священниками, диаконами. С этого момента возглавляющий богослужение епископ по чинопоследованию литургии начинает уже предстоять престолу и возглавлять ее служение. Попеременно диакон, духовенство в алтаре и хор возглашают: «Господи, спаси благочестивые и услышанные». То есть: «Господи, спаси благочестивых и услышь нас». Изначально под благочестивыми понимались византийские императоры. Этим возгласом они приветствовались при входе в храм для участия в богослужении. Со временем этот возглас стал употребляться и вне контекста литургии с участием императора, а просто напоминает нам о том, что каждый верующий, входящий в храм, должен отличаться благочестием, и, соответственно, церковь молится о спасении благочестивых христиан. Мы слышим песнопение «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». То есть вы, те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. Обычно в этот момент звучит Тресвятая песня: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», но в некоторые дни церковного года она заменяется именно на это песнопение, что напоминает нам, что в Древней Церкви именно в такие особые дни, как Рождество Христово, Богоявление, Пасха, совершалось крещение оглашенных, то есть крещение тех людей, которые весь предшествующий период готовились к принятию таинства святого крещения, и их вот крестили перед этой праздничной литургией, и это была первая литургия, в которой они участвовали уже в качестве крещенных, полноправных членов церкви. Вот об этом напоминает это крещальное песнопение вместо обычной Тресвятой песни. Я обратила внимание, иногда митрополит держит двухсвечник, как сейчас, иногда трехсвечник. Это тоже особые какие-то условия? Да, это принадлежности архиерейского служения. Есть два подсвечника, один с 3 свечами, символизирующими 3 лица Святой Троицы, и другой, представляющий собой перекрещенные 2 свечи, 2 природы — Христа, божественную и человеческую, которые соединились в нем. Соответственно, попеременно он осеняет иногда обоими светильниками, держа в правой руке 3 кирии, в левой руке дикирий, иногда осеняет только одним из них, вот как сейчас, при благословении народа, он осенял людей крестом и дикирией. Женщина, смотрите. Первая часть литургии носит название «Литургия оглашенных», что напоминает нам о том, что в этой части могут принимать участие некрещенные, а, соответственно, другое название этой части – это литургия слова, потому что за ней читается Слово Божие, читается Священное Писание, в частности, 2 чтения. Одно из апостола, из деяний святых апостолов или из их посланий. Второе чтение, более торжественное, чтение приличествующего данному дню отрывка из Святого Евангелия. Вот мы видим, как диакон, выйдя из алтаря, готовится к чтению апостола. Чтение апостола предваряется благословением от предстоятеля «Мир всем» и чтением и пением прокимну, то есть стиха из псалмов, который предваряет чтение Священного Писания.
чтения Священного Писания возглавляющее литургию духовенства выстраивается у задней стены алтаря, у восточной стены лицом к народу, в частности предстоятель, если это архиерей, занимает центральное место, так называемое горнее место, расположенное там горний престол. Священники располагаются справа и слева от него, и во время чтения апостола они будут сидеть на горнем месте, показывая тем самым то, что они являются преемниками апостолов и продолжателями их служения. Принято считать, что канон богослужебный, он неизменен, да? И все-таки за какое-то время, за 20 лет, может быть, что-то меняется. Что-то происходит, что-то меняется в самом богослужебном Да, процессе. конечно, многое существенно изменяется, потому что меняются времена, меняется, наверное, ритм жизни людей. И несмотря на то, что православная традиция достаточно консервативная, и она не так открыта к изменениям, но тем не менее, волей-неволей они все равно происходят. Становится распространенным совершение богослужений в тот или иной временной промежуток. То есть, если, например, еще в XIX веке в большинстве храмов богослужения совершались трижды в день, вечерняя служба, затем рано утром обычно, в районе 4 утра, например, да, и потом днем литургия, то постепенно к концу XIX века под влиянием такого ритма жизни, который требовал присутствия людей на рабочих местах, на службе, постепенно формируется привычный нам порядок совершения богослужений утром и вечером, соответственно, суточные службы, которые сами по себе остаются неизменными в своем составе, они как перегруппируются. И вот сейчас мы с вами видим, что, например, ночное богослужение состоит из литургии, хотя, например, еще лет 150 назад в основном за ночным богослужением мы бы видели ту службу, которая сегодня была совершена вечером, в вечернее время, а литургия служилась бы утром. Постепенно все-таки некоторые вещи меняются. Вот мы видим, как наступает момент чтения Евангелия, оно торжественно износится на середину храма для того, чтобы быть прочитанным народу. Высокопреосвященнейший владыко, благовестителя, святого апостола и евангелиста Матфея. Бог молитвами святогословного всехвального апостола и евангелиста Матфея, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Его да спроси, услыши святое Евангелие. Мир Сегодняшнее литургийное чтение взято из евангелиста Матфея, который повествует о рождении Спасителя. Мы слышим как раз то самое повествование, как при рождении Христа в Иудею пришли волхвы с востока,
спрашивающие о том, где родившийся царь Иудейский. Этот вопрос приводит в смущение царя Ирода, который начинает испытывать у придворных книжников, где должен родиться Мессия, и узнав, что это должно произойти в городе Давидовом, в Вифлееме, посылает волхвов туда, но дает им просьбу, чтобы они потом вернулись и рассказали ему, где ему найти новорожденного Спасителя, обманом, говоря о том, что он хочет тоже пойти поклониться ему, тем не менее вынашивая план его убить. После чего, когда волхвы поклонились новорожденному Богу-младенцу, принесли ему дары, злато, ладан, смирну, они получили весть от ангела не возвращаться к Ироду, но, как говорит евангелист, иным путем отошли во страну свою. Тогда Ирод тай пришла волхвы, и испытавши от них время явления звезды, и послав их в Вифлеем рече, шедше, испытайте, неизвестно отрочате, и даже обрящите, возвестите ми, ягода я отшед, поклонюсь ему. Они же, послушавши царя Иродоша, и се звезда, и уже видиша на востоце, идяше пред ними, тотде же пришедший ста верху, и где же где отрочат. Видевши же звезду, возрадовавшись радостью, велию селом. И пришедшим к храму, видишь отроча с Марией, матерью его, и падше поклонившимся ему. Церковнославянский язык все-таки подчеркивает значимость любого события, да, возвышает его как-то. Вот если бы он сейчас говорил обычным светским гражданским языком, это бы все совершенно не так выглядело и звучало. Вероятно, да. Хотя, конечно, мы понимаем, что как и календарь, о котором мы говорили в начале нашего разговора, так и язык — это вещи не догматические, то есть это достаточно условные все-таки системы, но, тем не менее, конечно, церковнославянский язык составляет важную часть церковной традиции. После чтения Евангелия мы слышим сугубую ектению, то есть сугубую, двойную, удвоенную, усиленную ектению, представляющую собой усиленные моления о тех же фактически нуждах, о которых возглашалось во время ектении мирной, но теперь уже хор будет петь в ответ на каждый призыв не единожды, а трижды: «Господи, помилуй». Вновь совершается молитвенный призыв вознести молитвы о патриархе, о митрополите Казанском Кирилле. Далее будут прошения о стране российской, ее властях, воинстве и народе, а также о всех молящихся в этом святом храме. И
образ Рождества Христова в иконостасе Казанского собора. Большой образ. Мы привыкли такие съемки верхние видеть возле Благовещенского собора обычно. А сейчас мы видим такой обзор, такой ночной город красивый. Да, за минувший год Казанский собор фактически стал действительно по-настоящему таким средоточием, сердцевиной церковной жизни Татарстана, главным храмом татарстанской митрополии. Хотя, конечно, это не умаляет значения и древнего кафедрального собора, Благовещенского собора Казанского Кремля. Отличительной особенностью архиерейских литургий является более частое употребление древнегреческого языка наряду с церковнославянским. В частности, мы сейчас слышали, как прошение «Господи помилуй» было спето хором на греческом языке «Кирия элейсон». Вот сегодня во всех храмах, больших и маленьких в России, идут ночные богослужения, да? И вот как раз вы сказали, что архиерейское богослужение — это вот присутствие греческого языка, да? А вот в маленьких деревенских храмах службы несколько иначе же проходят. Там, наверное, нет греческого языка. Ну, теоретически при желании он там тоже может быть, то есть его употребление не запрещено, но, конечно, может быть, в маленьких храмах служба проходит менее торжественно, но, тем не менее, все те же самые богослужения совершаются в полном объеме. Вот сейчас прозвучала молитва, которая стала, наверное, неотъемлемой частью наших богослужений в последние годы. Молитва об прекращении вредоносного поветрия, о скорейшем победе человечества над коронавирусной инфекцией. Мы видим совершение умовения рук правящим архиереем перед совершением архиерейской проскомидии. Сейчас у жертвенника владыка будет поминать живых и усопших, вынимая частицы из просфор, из тех хлебов, которые верующие жертвуют в алтарь при совершении литургии. Затем святые дары будут перенесены с жертвенника на престол. Эта процессия называется Великим Входом. Через несколько минут мы его увидим. Подготовка к Великому Входу сопровождается еще одним известным литургическим гимном — херувимской песней. «Иже Херувимов, тайно образующие, и животворящей Троицы, три святые песни припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение». Песнопение призывает нас в данный момент таинственным мистическим образом, изображая из себя херувимов и воспевая три святую песнь Троицы, отложить, оставить всякое житейское попечение, сосредоточиться на совершаемом богослужении. На рождественском богослужении обычно
не бывает крестного хода. Но мне довелось побывать на некоторых крестных ходах в Рождество, ну, где-то вот в селе. Да, действительно, наверное, многие люди любят крестные ходы, особенно в сельской местности. Вот, но вообще неотъемлемой и обязательной частью богослужебного круга крестный ход является в составе пасхального богослужения. В остальные праздники это скорее такой своего рода молебен, который по желанию может быть совершен, может и не совершаться, может совершаться просто, стационарно, стоя в храме, а может сопровождаться движением вокруг храма. Готовясь к великому входу, вновь совершается кождение алтаря и храма, наполняя пространство благоуханным фимиамом. Мы видим на плече у диакона так называемый воздух, большой покровец, в котором на жертвеннике были покрыты дискос, то есть высокая тарель на подставке, на которой размещен святой хлеб, и чаша, в которой влито вино для совершения таинства Евхаристии. Вот они были покрыты этим покровом, сейчас он снят для перенесения даров жертвенника на престол. Начинается процессия великого входа. Мы видим, как из боковой северной двери алтаря духовенство выходит на середину храма. В центре этой процессии будут переносимые дискос и чаша. В самой процессии архиерей не участвует, он встречает ее в царских вратах, в главных дверях алтаря. Святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевы Лавры, священно-архимандрита, да поменет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Приняв в руки от старшего из диаконов дискос, архиерей поминает предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Завершит поминовение он с чашей в руках, которую сейчас принимает из рук старшего из священников, наместника Казанского Богородицкого монастыря, игумена Марка. Весь священнический, диаконский, монашеский чин и весь пречет церковный,
всечестного игумена Марка, Мы видим, как братьями в святые такой церемонии, в церемониальном шествии участвуют репиды, такие апохала, которые некогда употреблялись по прямому своему назначению отгонять мух, насекомых. Сегодня они представляют собой такое символическое церемониальное сопровождение, склоняются над святынями, над Евангелием, когда его читали, сейчас над святыми дарами, как выражение особого почета к этим предметам. Заканчивает пение херувимской песни, допевая ее вторую часть, «Якуда царя всех подымем, ангельскими невидимо, переносимо чинами». То есть, как мы помним, первая часть закончилась призывом отложить всякое житейское попечение. Для чего? Вот ответ. Для того, чтобы принять царя всех, то есть самого Бога, приходящего в этих дарах в собрании молящихся. Восполним или дополним молитву нашу ко Господу. Вот сейчас мы видим крупным планом алтарь, его внутреннее убранство. В центре возвышается Святой Престол или Святая Трапеза, то есть тот главный стол, на котором совершается важнейшая трапеза вкушения тела и крови Христова. Престолы в православных храмах традиционно освящаются особым чином при освящении самого храма. Внутрь престола вкладываются частицы мощей мучеников, что напоминает о том, что в Древней Церкви такими престолами служили гробницы мучеников, сначала в храмах, в катакомбах, потом уже в открыто строимых храмах. И даже тогда, когда эпоха гонений прекратилась, все равно по преемству от этой древней традиции в престолы вкладываются частицы мощей, частицы тел святых мучеников. Напомним, что собор, в котором совершается богослужение, посвящен главной святыне нашей земли, Казанской иконе Божьей Матери, поэтому многократно мы видим самые разные списки этой иконы во внутреннем убранстве этого храма. Надо заметить, что это первое Рождество в Казанском храме. Вообще в этом году мы очень часто произносим первое. Как и перед чтением Священного Писания, вновь преподается благословение мир всем, что напоминает нам, что начинается следующая часть божественной литургии. Приближается время освящения святых даров, приближается главный, центральный фрагмент литургии, евхаристический канон. Он предваряется совместным исповеданием веры, то есть совместным пением символа веры, того краткого текста, в котором перечислены основные христианские догмы.
время пения символ веры совершается целование мира, то есть обмен приветствия предстоятелям и служащим духовенством со словами «Христос посреди нас и есть, и будет», следует ответ. Во время общенародного пения символа веры предстоятель также читает этот символ про себя, склонившись над святыми дарами, а сослужащее духовенство веет у него над головой вот этим воздухом, которым они были покрыты, во-первых, подготовляя снятие этого воздуха, сейчас он будет убран от святых даров, и в то же время символизируя, символически изображая веяние Духа Святого, который призывается снизойти на предложенные святые дары. Итак, вот мы видим, как воздух был убран, дары теперь на престоле открыты, приготовлены к освящению. Совместное пение символа веры призвано напомнить, что все собравшиеся в храме составляют единую церковь, что это не просто случайно собравшиеся в одном месте люди, пришедшие каждый в какой-то своей нужде или потребности, но это люди, которые собрались на служение литургии, служителями, участниками которой являются все верующие, собравшиеся в святом храме. Прозвучал призыв стать добре, то есть хорошо, стать со страхом и внимать принесению святого возношения в мире. Святое возношение, или по-гречески анафора, так называется центральная часть божественной литургии или евхаристический канон. Вы говорите, встать со страхом. Но это же не говорит что-то бояться. Да, имеется в виду страх Божий, то есть некое благоговение, боязнь оскорбить Бога своим недостойным поведением, своими грехами. Но этот страх всегда у христиан соединен с любовью к Богу и с осознанием того, что Бог безгранично любит каждого из нас. Благодарим Господа звучит призыв. Именно вот это понятие благодарения, Евхаристия, как раз является ключевым для осознания, понимания божественной литургии, таинства благодарения. Мы благодарим Бога за Его великие милости, за сотворение им мира, за сотворение человека, за то, что, несмотря на грехопадение человека, Он не отступился, но Сам совершил наше спасение, воплотившись, принеся себя в жертву за искупление человеческих грехов. И не только принимает от нас эту жертву, но и Сам становится этой жертвой и преподает себя верующим в таинстве тела и крови Христовых.
очень символичный вид, да, такой вот Рождество, дети. Сие есть тело мое, еже забыло мимое, во оставление грехов. Звучат так называемые установительные слова, которые произнес Христос на Тайной вечере, устанавливая таинство причащения Его тела и крови. «Примите, едите, сие есть тело мое, еже завыло мимое во оставлении грехов. Пейте от нее все, сие есть кровь моя Нового Завета, еже за вы и за многие изливаемые во оставлении грехов». Призыв творить это в его воспоминании служит основанием для совершения литургии и совершения Евхаристии христианами во все последующие поколения. Тебе приносящее о все и за вся. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, и молим Совершается возношение святых даров, прозвучал возглас «Твоя от Твоих», Тебе приносящая всех и за вся. С этими словами дискос и чаши были подняты над Святым Престолом, и сейчас наступает самый важный, самый таинственный, самый главный момент божественной литургии – освящение святых даров, таинство их приложения в тело и кровь Христову. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. того благие отыми от нас, но обнови нас, молящихся, еще приносим Ти словесную все бескровную службу, и просим, и молим, и милости Тебе, не спаси Духа Твоего святаго на мы и на предлежащие дары. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко святых. И сотвори во хлеб сей честное тело Христа Твоего. Аминь. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко святую чашу. Еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего. Аминь. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко опоя. Приложи Духом Твоим святым. Аминь. 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 Так совершилось таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Христову. Следующая часть евхаристического канона посвящена поминовению. Поминаются святые и особенным образом Пресвятая Богородица. Изрядно пресвети, пречисти, преблагословенни, славни Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам. Во святем Иоанне, проводца предтечи и крестителя, во святых славных и всехвальных апостолях, и всех святых, их же молитвами посети нас, Боже, помяни тех, Перед освященными святыми дарами предстоятель поминает усопших святых, усопших христиан, а также живых, поминает власти, воинство, православный народ, поминает те нужды, с которыми люди обращаются к Богу, с молитвами о хорошей погоде, о хорошем урожае, о мирных временах, об изобилии плодов земных и о всякой нужде и потребности, с которыми люди обращаются к Богу.
Рождество Христово открывает собой достаточно продолжительный период между Рождеством и Крещением Господним. Это почти 2 недели, так называемых святок, особый период церковного года, когда продолжается сначала празднование Рождества, оно длится неделю, отдание Рождества Христова, то есть последний день вот этого попразднества, будет совершаться в следующий четверг. Вслед за этим начнется предпразднество Крещения Господня. Между ними находится праздник Обрезания Господня на 8-й день. Это как раз 1 января по старому стилю, то есть тот день, который сегодня у нас принято называть Старым Новым Годом. Существует много народных традиций проведения этих дней, один из которых это, конечно, колядование, то есть пение рождественских колядок, различных таких народных песнопений, прославляющих родившегося Богом младенца Христа. Особенно это распространено, наверное, в украинских землях, может быть, но и в России тоже употребляются колядки. Есть традиция хождения по домам, навещая друзей, знакомых, соседей. Люди славят родившегося Бога младенца Христа. Есть, конечно, и другие недопустимые традиции, например, многие святки проводятся различного рода гаданиями, то, к чему церковь всегда относится крайне негативно, то, что является величайшим оскорблением этих святых дней, когда вместо поклонения родившемуся Богу младенцу люди, часто сами того не зная, не осознавая, вступают в поклонение тому, от власти которого Христос пришел избавить человека, то есть поклоняются врагу нашего спасения, дьяволу. Ну, знаете, вот если вспомнить гоголевские «Ночь перед Рождеством» рассказ, то ведь там половина этого рассказа посвящена нечистой силе. Да, действительно, конечно, скажем так, перегиб в эту сторону очень характерен всегда был для такой вот народной веры, очень часто не различающей какие-то моменты. Звучит еще одна просительная ектения, которая готовит нас непосредственно к причащению тела и крови Христова. Совершается общенародное пение молитвы Господней, Отче наш, готовящее всех к принятию божественных даров, тела и крови Христовых.
Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая, святым. Воздрами высокопреосвященнейший владыко, святые наши. Наступает время причащения. Сначала в алтаре будет причащаться духовенство, затем святые дары будут вынесены в храм для причащения всех верующих. Пока мы ожидаем причащения народа, вспомним, что богослужение совершается в Казанском соборе, воссозданном в течение нескольких последних лет и нынешним, точнее уже прошедшим летом 2021 года собор был освящен святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Воссозданный собор напоминает своего предшественника, тот храм, который был заложен на месте первого Казанского храма в честь Казанской иконы Божией Матери по проекту архитектора Ивана II, заложен при участии посетивших Казань императора Павла I, с его сыновьями, будущим императором Александром I и великим князем Константином. Этот собор простоял до 1930-х годов, когда был взорван в рамках борьбы с религией и церковью в Советском Союзе. Собор является замечательным образцом русского классицизма. Мы видим характерные для классицизма архитектурные элементы, колонны, как во внешнем оформлении в портиках, так и во внутреннем оформлении иконостаса, пространства храма.
праздник Рождества Христова завершает 40-дневный рождественский пост, когда в течение 40 дней верующие готовились к этому празднику, совершая такой постный подвиг. Последний день поста, рождественский сочельник, считается наиболее строгим из дней рождественского поста, когда, согласно церковному уставу, на протяжении большей части дня не разрешается вкушение даже постной пищи. Конечно, не все придерживаются этой традиции, которая является достаточно тяжелой, особенно в современных условиях для работающего человека. Но, тем не менее, отсюда вот родилось знаменитое, наверное, многим выражение «до первой звезды», да, то есть когда люди воздерживались от пищи и питья до появления на небе звезды, напоминающей о той Вифлеемской звезде, которая возвестила восточным мудрецам о Рождестве Христовом. Конечно, не каждую ночь, особенно в городе, можно вообще увидеть на небе звезды, но тем не менее традиция эта есть. Ну а в церкви, в церковном богослужении, за дневным богослужением, богослужение, которое включает в себя вечернее соединение с литургией, зажигается светильник, который выносится на середину храма и тоже символизирует вот эту воссиявшую Вифлеемскую звезду. Рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Послушаем рождественское послание патриарха. Господи, архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова. В эту светлую ночь радуется все творение, ведь приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира. Пришествие Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со своим Создателем, забывшие, как это радостно, ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глаз, иметь возможность обращаться к Нему и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности, потому что Господь рядом с тобой. Именно этого ощущения безопасности, защищенности и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие все еще вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит напряжение и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими. Взирая ныне на лежащего в яслях младенца Христа, на Его пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел. Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов своей жизни тоже находилась в стесненных обстоятельствах, в чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался ей прекрасной палатой, потому что ее сердце переполняло любовь к Сыну и Богу. Эта любовь преображала все вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорожденному младенцу позволяла ей вменять трудности ни во что и видеть благой промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспослал ей Господь.
Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели все в черном свете. Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает все творение, и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари, ощутим себя окруженными любовью Божией и объединенными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния. Услышим глас Сына Божия, который приходит на грешную землю и призывает к себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой. Приходит и научает нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше, чтобы человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом. Родившийся на земле Царь Небесный уже все сделал для нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и ответить на нее своими поступками, жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его отеческих рук обильные щедроты, но и с твердым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности. Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. Никто не отлучен от соучастия в этом ликовании, свидетельствует святитель Лев Великий. Ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение. Господь да не спошлет всем вам душевное и телесное здравие, не оскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения. Аминь. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, Рождество Христово 2021-2022 года, город Москва. Поздравляю я всех вас, дорогие братья и сестры, с этим мироспасительным, этим духовным, высокоторжественным и тихим праздником Рождества Христова. И желаю всем нам с вами насладиться этой тишины внутренней, закрытой от этого суетного мира. Тишина, которая дает человеку тот настоящий и подлинный покой души, который так желает всегда принять в себя страждущее человеческое сердце, которое мечется по этой жизни. И до тех пор, пока не найдет для себя какого-то твердого фундамента, этого основания, как можно жить, потому что каждый день что-то меняется, каждый день приносится, особенно сейчас, для нас какие-то испытания, которые не свойственны были еще некоторое время тому назад нашему обществу, нашей стране. И вот сегодня мы в очередной раз переживаем какие-то внешние испытания, но ведь они были и раньше, и они также терзали душу многим людям, но тот человек, который оставался верен своей идее, верен своей верности Творцу, он всегда находил для себя внутренний, настоящий стержень. Этот стержень был основан на вот этом исповедании веры во Христа, пришедшего в этот мир для спасения человеческого рода. И сегодня Богомладенец Христос, находясь вот здесь, в этих яслях, этим видимым образом, Он присутствует тоже вместе с нами сегодня. И блажен тот человек, кто сегодня в душе своей ощущает этот великий праздник, праздник пришествия в мир Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Я поздравляю всех вас с этим светоносным днем, с этой тихой святой ночью, и желаю провести святые дни, которые сейчас наступают, особенно до крещения Господня, в благости, сердечной и душевной теплоте, в радости от соприкосновения с окружающим миром, с добрыми людьми, которые нас окружают.
чтобы мы всегда знали о том, что Христос пришел не только вот именно для всех, но Он еще пришел лично для тебя самого. И вот это вот пришествие Его в мир сегодня этим благодатным Вифлеемским светом освещает сегодня всю Вселенную. И пусть давайте мы с вами тоже осветимся этим теплом, вот не только от этих фонарей, которые сегодня помогают нашим телевизионным братьям передать эту службу для тех, кто не может в ней присутствовать, но и главным образом передают этот внутренний свет, потому что Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума. Пусть этот свет никогда не исходит из нашей с вами душ, из нашей жизни. С праздником всех вас! Со страхом Божьим и верою приступите. Участники, повторяйте про себя слова молитвы. Верую, Господи, исповедую. Итак, начинается причащение народа. Перед этим мы с вами слышали рождественское послание святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который огласил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, после чего обратился к верующим со своим архипасторским словом, со своей рождественской проповедью. «Исподоби меня осужденно, причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные, дней сыне Божий причастниками прими. Перед главным таинством христианской церкви, таинством, в котором верующий человек под видом хлеба и вина вкушает истинные плоть и кровь Христовы, которые питают его, дают ему благодатную помощь для борьбы с грехом, для воссоединения с Богом, для наследования жизни вечной. К этой чаше подходят только те, кто были на исповеди и были допущены к причастию. Причастие будет с 4 чаш, пожалуйста, благоговейно. Так как мы видим, ввиду достаточно большого количества участников богослужения, причащение народа совершается из 4 чаш. Люди подходят, подготовившись особым образом к принятию этого великого таинства. Готовясь к причащению, верующие также приступают к другому таинству, к таинству исповеди, к таинству покаяния, чтобы через это таинство очиститься от своих грехов, для того, чтобы беспреткновенно и неосужденно, без осуждения принять святые дары тела и крови Христовых. Рождественская литургия постепенно подходит к своему концу. Таинство причащения, как мы уже говорили, было установлено самим Господом Иисусом Христом накануне Его крестных страданий, на Тайной вечере, где Он преподал своим ученикам хлеб и вино, сказав, что это Его тело и кровь. Православная Церковь считает, что, причащаясь, верующие вкушают истинные тело и кровь Спасителя, как об этом исповедуется в той молитве, которая только что была прочитана священником. Молитва, составленная святителем Иоанном Златоустом, одним из отцов Церкви, в которой выражается вера, и каждый от своего имени выражает эту веру, что я верую, что это есть самое пречистое тело Твое и самая честная кровь Твоя.
Когда для причащения людей износится чаша, мы слышим призыв «со страхом Божиим и верою приступите». То есть каждый, кто подходит к святой чаше, призывается подходить к ней с верой и со страхом Божиим, да, то есть с тем благоговейным настроем, который призван напоминать каждому из нас о том, что никто из нас по-настоящему не достоин этого великого дара, но Господь по своему милосердию, по своей неизреченной и безграничной любви удостаивает нас этого великого дара, вкушать Его плоть и кровь, и через это иметь жизнь вечную. Вот об этом страхе напоминает нам Святая Церковь: подходить с благоговением, с опасением чем-либо оскорбить великую святыню, оскорбить своим недостойным поведением, своей злобой, своими грехами, всеми теми проявлениями нашей греховной природы, которую исцелил Господь, но исцелил так, что каждый из нас должен сам пройти этот путь исцеления. Мы помним, что Господь никому не навязывает своего дара спасения, но призывает нас приобщиться к этому дару через свое деятельное исповедание веры, через соблюдение Его заповедей, через преображение своей жизни светом Христова Евангелия. Причащение в храме будет совершаться до тех пор, пока святые тайны не примет последний из желающих к ним приступить, после чего будет совершено общее благодарение за полученные дары и преподано благословение верующим на исхождение из храма. С миром изыдем. С этими словами заканчивается литургия, напоминая нам о том, что, выходя из храма, наше служение Богу не прекращается, что вся последующая наша жизнь тоже должна быть богослужением, служением Богу через служение ближнему, через исполнение Его заповедей и несение в этом мире свидетельства о Христе, родившемся, страдавшем за нас и воскресшем из мертвых. А мы завершаем трансляцию нашего рождественского богослужения. Еще раз поздравляем всех со светлым, мироспасительным праздником Рождества Христова. Пусть свет Вифлеемской звезды осветит каждый дом, каждую семью, каждого человека, наполняя нас, нашу жизнь подлинным, духовным, высоким смыслом. Сегодняшнее рождественское богослужение комментировали клирик Петропавловского собора города Казани, священник Антоний Ермошин и Вера Гаранина.